Продолжаем говорить о подарках для наших милых дам. Книга по-прежнему остается отличным презентом на любой случай жизни. Конечно, традиция эта немного ушла с первого плана, однако забывать о ней не стоит. Книги до сих пор несут в себе не только интересную информацию, но и какое-то дуновение романтики. А потому презент в виде печатного издания, в том числе книги в подарок, остается символичным и особенно приятным. О том, как поставлено книгоиздание у нас в республике и современных тенденциях, говорим с заместителем директора Татарского книжного издательства Венерой Обязовой. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Татарское книжное издательство является старейшим издательством в республике. На протяжении многих лет вы радуете читателей разнообразной литературой. А вот какие сегодня вы ставите перед собой задачи, учитывая современные тенденции книгоиздания? Татарское книжное издательство на следующий год отметит уже свое столетие и действительно является старейшим известным издательством в Республике Татарстан. И за все эти года для нас остается неизменным одно – это привлечение внимания к чтению татарской литературы, привлечение внимания к родному языку, к чтению на родном языке. На сегодня издательство издает книги в основном на татарском языке, в том числе мы издаем книги на русском языке, английском языке и на языках других народов, проживающих в республике. Сделать татарскую литературу ближе к читателю – это тоже наша основная задача, и поэтому, вот, согласно нашим современным веяниям, нами не так давно был дан старт проекту, уникальному литературному проекту Центра татарской литературы «Таткнига.ру». Теперь с любой точки мира в одном месте можно книгу приобрести в электронном и в печатном виде, и, внимание, можно прочитать абсолютно бесплатно. Так. Библиотека содержит более 1000 книг на сегодня, и у нас периодически раздел библиотека пополняется. Книги разножанровые, книги в том числе есть и для юных читателей. Отдельный блок у нас посвящен учебной литературе. Можно учебник не только пролистать, почитать, но и выполнить интерактивные задания, то есть послушать, проверить себя. И, в общем-то, любой вариант чтения книги доступен на этом сайте. А насколько востребован этот портал? Вы знаете, этому порталу буквально чуть больше года. И с первых дней мы наблюдаем тенденцию внимания, да, то есть расширяется география читателей по всему миру. Если обратиться к статистике, то сейчас в первую десятку посещаемости входит Германия, США, Казахстан, Турция, Украина, Беларусь, Туркменистан, Азербайджан. Ну, можно перечислять бесконечно. Да. Весь мир. Да. То есть вы видите результаты работы портала уже сейчас? Да, и это только еще чуть больше года будет совершенствоваться, будем дальше его усовершенствовать. Мы хотим выйти и на приложение. Вот. Да, это будет довольно современно, и тем более, что разлетится, как сейчас это принято, да, моментально. Вот мы видим, вы принесли книги. Это новинки? Да, в преддверии такого красивого праздника, вот на самом деле очень долго отбирали, какие книги показать, но сегодня мы хотели вот вам показать те книги, которые посвящены нашим известным историческим личностям. Вот, к примеру, вышел альбом «Сюмбике». Книга, она с полиграфической точки зрения очень исполнена шикарно, на русском и татарском языке. О чем? Это книга, здесь, вернее, представлено художественное изображение, посвященное красавице Сюмбике. Да, здесь в том числе произведения, стихи известных наших поэтов. В общем-то, все в одной книге, и она богата на вот такие красивые. Мне кажется, получить в подарок такую книгу будет приятно не только девушке, но и мужчине. Конечно. Замечательно. В том числе, вот хотелось показать, вышла такая книга «Тылсым Лобезяк. Магия узора». С помощью этой книги можно легко сделать своими руками тюбетейку или колфак и вообще узнать о нашем татарском прикладном искусстве. То есть вот в одной книге, и, скажем так, если показать, все очень объяснено. И еще раз повторюсь, можно своими руками, да, сделать сотворить, татарский некий такой. убор. Это замечательно. Еще хотелось бы с такой книгой познакомить. Она у нас увидела свет тоже не так давно. Это книга супруги первого президента Республики Татарстан Сакины Шамиевой. Да. И, собственно, название говорит само за себя. Эффектное очень название. В тени Ментимира. Истинная жена настоящего мужа. В том числе еще вышла книга нашей казанской писательницы Ольги Ивановой «Казанский ханум Нурсултан». Как уже сейчас многие читатели говорят, что это произведение татарский ответ немалоизвестному великолепному веку. Это исторический роман, он полностью на подтвержденных фактах.
читается легко, так что тоже о нашей Очень красавице интересно. и достаточно исторической Да. личности. А каков спрос вот на татарскую литературу? Вы знаете, татарская Вот. литература как пользовалась спросом, так и пользуется, и мы это замечаем не только у нас в республике, когда мы участвуем в различных мероприятиях и российских, международных масштабов, к нашему стенду подходят как наши соотечественники, как и те, кто хотят узнать побольше о нашем регионе, о Казани, о вот таких вот людях. Так что и хотелось бы еще отметить, чтобы еще ближе стать к читателю, мы активно представлены в социальных сетях. Вот если так подсчитать, мы в год где-то выпускаем порядка 245 наименований книг, Так. и практически каждый день у нас ленты обновляются, и мы знакомы с новыми книгами. Ой, Это прекрасно, это очень современно, двигать литературу и печатные издания в том числе через социальные сети, через интернет. Это прекрасно. Мы вас поздравляем с наступающим Международным женским днем. Мы желаем вам успехов. И еще я благодарю вас за то, что вы конкретно меня сейчас направили на то, что можно. Пожалуйста, добро пожаловать. Что подарить, да. Что подарить. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы украсили наш эфир. Всего вам доброго. С Спасибо. наступающим. Спасибо праздником. огромное. Спасибо.